Обычные домохозяйки теперь все чаще пополняют ряды экстремисток. К обыску дома одной из таких подозреваемых в милиции готовились несколько месяцев, и, как оказалось, не зря. В доме у матери 3 детей Бактыгуль Умурбековой нашли запрещенные фото и видеоматериалы. На них все, что нужно знать хизбут-тахрировцу, как установить халифат и почему не верен тот государственный строй, что есть сейчас. Примерно то же самое нашли в доме еще одной джалабадской домохозяйки. Случилось это еще в мае, а спустя 3 месяца женщины записали видеообращение и начали распространять его в социальных сетях. Они нашли в детской комнате 2 листочка. Я сказала, что это не мое, однако сотрудник 10-го отдела возразил мне. Мы поругались. Он пригрозил посадить меня. С тех пор мои дети живут в страхе. Мобильное видео быстро набрало популярность, и обращение женщин в платках многие расценили как нарушение прав верующих. Я не совершала никакого преступления. Я не воровала, не работала проституткой. Почему нарушают мои права? Через несколько дней после того, как видео начало гулять по мобильным телефонам деревенских жителей, свое разъяснение поспешили дать в местном муфтияте. Они не придут с обыском просто так, даже если у них есть серьезные основания для этого. Они ведут наблюдение и только потом принимают меры. Они работают совместно с муфтиятом. Органы не могут провести обыск или задержать кого-то только из-за того, что женщина в платке или носит длинную одежду. В любом случае, считают в органах, своим обращением женщины добились сочувствия многих земляков. Однако вина подозреваемых, по их мнению, все равно будет доказана. В середине августа дело будет отправлено в суд. Мы считаем, что это просто попытка избежать ответственности и привлечь внимание общественности, потому что они уже признали свою вину еще во время следствия. Кроме 2 жительниц Аксайского района, в причастности к деятельности запрещенной группировки Хизбут-Тахрир, только в Джалабадской области Кыргызстана подозреваются еще около 500 человек. Дюбек Бегалиева, Руслан Калматов, Джалабадская область.